Уйгуры, друзья, сегодня мы проводим настоящий суд истории. Вопрос, чьи ковры самые древние, персидские или хатанские? Мумии Тарима свидетели. Этим мумиям, европеоидным предкам уйгуров, 4000 лет. Их могильники нашли в Таримской впадине, в уйгурской автономии. В песках, недалеко от Хотана. Здесь нашли праматерь современных уйгуров, красавицу Лоулань. Ей почти 4000 лет. Рядом с ней шерстяной плащ, войлочная шляпа с перьями, кожаные сапоги. Все из шерсти высочайшего качества. Есть принцесса Сиахэ, 3800 лет. Белый войлочный колпак с перьями, белый шерстяной плащ с кистями, кожаные сапожки на меху. Эти уйгурские мумии Таримского бассейна – сохранившиеся доказательства. Уже 4000 лет назад предки уйгуров на уйгурской земле мастерски работали с шерстью. Ткали тонкие ткани, валяли войлок, делали теплую одежду с узорами. Мумии Тарима – это наши свидетели. Они молча говорят. Традиция хатанских ковров родилась 4000 лет назад. Предки уйгуров ткали одежду, ковры на уйгурской земле Хотана, Турфана и Тарима, пока остальные древние люди ходили в шкурах. Конечно, персидские ковры – это шедевры с роскошными медальонами и цветами. Но хатанские ковры – это более древняя уйгурская традиция, яркие, геометричные, с гранатами, виноградом, со своей неповторимой уйгурской душой. В уйгурском Турфане, в древних могильниках Янхай, археологи нашли целых 7 фрагментов настоящих узелковых ковров. Им 3000 лет. Они как новые. Геометрические узоры, симметричные узлы, яркие краски. Эти ковры на 1500 лет старше знаменитого пазырыкского ковра, который многие считают персидским. Итак, мумии свидетельствуют, уйгурские, хатанские ковры – самые древние ковры в мире, сотканные 11 веков до нашей эры, на 1500 лет раньше персидского. А теперь давайте посмотрим, как эта древняя традиция живет у уйгуров сегодня. Во второй части мы покажем вам настоящее производство хатанских ковров. Посмотрите и восхититесь древней уйгурской культурой и цивилизацией. За 2 месяца современная цепочка поставок способна создать тысячи производственных циклов. Но в Хотане 2 месяца могут уйти на изготовление только одного ковра. И это поднимает вопрос. Если вы собираетесь купить ковер, сколько вы готовы ждать? Месяц, полгода? Месяц? Неделю. Это зависит, через сколько доставят. В цепочке поставок, одержимой скоростью, я хочу понять, какую ценность представляет собой такая долгая доставка. Я быстро заканчиваю завтрак, потому что сейчас я собираюсь найти самое медленное место в этом районе. Перед этим маленьким домиком я уже слышу внутри этот стук. Пойдем. Вау, здесь так просторно. Это настоящий рай ковров. Вау, мне нравится этот. Черный с красным, мне нравятся эти двое. Эти узоры потрясающие. Чтобы их изготовить, нужно много времени. Здравствуйте. Если я захочу купить у вас ковер, как происходит его изготовление? Сначала нужно подумать о его назначении. Например, вы стелите его в доме на пол или вешаете на стену как украшение, или дарите. Потому что здесь есть сотни различных узоров, и у каждого узора свой смысл. Я и не думала про значение узора. Это очень важно. Есть традиционные узоры столетней давности. Например, цветок граната символизирует много детей и много счастья, а узор хлопка – богатый урожай. А старинные узоры, у них
Должно быть, большая история, да. Да, этим старинным узорам уже несколько сотен лет. Вау, здесь так просторно. Эти нити шерстяные. Да, на 100% шерсть, и к тому же это шерсть хотанских овец. Потому что шерсть хотанских овец полугрубая и полая внутри, у нее отличная эластичность. Сколько бы лет ни служил этот ковер, он не стопчется, ворсинки будут стоять вертикально. От шерсти до готового ковра множество этапов. От дизайна рисунка, стрижки овец, сортировки шерсти, прядения, окрашивания и сам процесс ткачества. Это звучит так сложно. Какая это техника ткачества? Техника ткачества хотанских ковров ручной работы называется басма. Она предполагает наличие 2 передних и 2 задних нитей основы. На 2 передние и 2 задние нити основы навязываются узелки, поэтому каждый узелок отдельный, и после завязывания нити ее невозможно вытянуть. Она очень прочная, износостойкая. На каждом квадратном метре ковра находится несколько сотен тысяч таких узелков. Это впечатляет. А эта женщина, что она делает? Да, она распускает узелки. Ковер ткется слой за слоем, поэтому на той части, которую она распускает, ей нужно снимать нить узелок за узелком, а затем переплетать заново. Вау, это очень кропотливая работа, действительно нелегкая. После наблюдения за ними, мое мнение полностью изменилось. Когда я вижу, как профессионал в процессе кропотливой работы не допускает даже маленькой ошибки, это заставляет меня понять, что эти ковры сделаны так, в них вложено время. Возможно, вот почему они могут пройти сквозь время. Директор, расцветка и узор этого ковра почему отличаются от других? Этот ковер – заказ одного из наших иностранных клиентов. Узор этого ковра довольно сложный, цветов больше и плотность выше. Каждый год у нас бывает много иностранных клиентов, которые заказывают ковры. Значит, это международное сотрудничество. Можно сказать и так. Техника у нас традиционная, но цвета и узоры могут постоянно обновляться. Очень красиво. Спасибо. Я услышала, что каждый год много иностранных клиентов приезжают в Хотан покупать эти ковры. Звучит интересно. Давайте найдем местных жителей и спросим их. Здравствуйте. Мне очень повезло, потому что я нашла нужного человека, владельца ковровой фабрики.
Итак, ребята, сейчас я в машине, везу этот красивый ковер в новый дом. И я очень взволнована. Там, откуда я родом, тоже есть традиция ковров. Хороший ковер означал, что семья состоятельная, так же, как и в Древнем Китае. 1000 лет назад красивые ковры были символом богатства и статуса. Но времена меняются, верно? Этот ковер очень красивый. Главное, он из натуральной хотанской шерсти. Моей жене нравится виноград и гранат. Думаю, заказать еще ковер. Мой следующий план – заказать ковер с виноградом и ковер с гранатом, повесить их на стену. Когда ремонт закончится, точно будет очень красиво. Да, дом наполнится теплом и любовью. Я все думал над этим вопросом. Готова ли семья ждать 2 месяца или даже больше ради такого ковра? Они ждут не просто ковер, они записывают свои будущие воспоминания. Да, спасибо большое. Узоры, сформированные временем, выражают гармонию моды. Раньше я не понимала, почему люди готовы ждать месяцы для изготовления ковра, и я не знала, как ответить. В день моей годовщины в Хотане почти все воспоминания были о коврах. Этот момент заставил меня осознать, что истинное величие этого древнего уйгурского искусства заключается даже не в том, что оно включено в охранные списки наследия человечества, а в том, что оно продолжает у уйгуров жить и процветать. Уйгурская культура сегодня, на самом деле, в тепле этих ковров и в традициях, которыми уйгуры делятся друг с другом, подобно реке, которая несет в себе свое чувство времени, преемственности, радости и эмоций.